Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Какие тайны, какие секреты скоро раскроются? Что выплывет наружу? И если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, на свою жизнь, на свое окружение, какие-то вопросики, да, проблемки, на все это загадайте. Просто подумайте. И давайте посмотрим, что покажет, что расскажет песок и высшие силы. Вы пока думаете о своей ситуации, и я подготовлюсь. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Девочки, 2 кольца вышло. Я не знаю, что за вопросы у вас. 2 кольца. 2 кольца. Угу. Так. Кто переживает и расстраивается, что нет у вас спутника жизни, что нет второй половиночки? Да? Мужчины, если смотрите, просто принимайте на себя. Кто переживает за свою личную жизнь? Вот, видите, одно кольцо большое, женское, кстати, кольцо очень большое. И женщина, видите, спиной стоит. Вот, спиной. А второе мужское, поменьше. Но от мужского кольца дорога идет, и вот он сам мужчинка, который толкает это кольцо в дорогу, чтобы найти свою женщину и вручить это кольцо. Девочки, обращаюсь сейчас к вам. Сколько бы вам лет не было, что бы в вашей личной жизни не происходило, да, густо, пусто, тревожно, печально, неважно. Важно то, что вам по судьбе быть в паре, быть счастливой, быть женой. Женой, именно женой. По этим 2 кольцам, это брак, 100% брак, причем официально оформленный брак. Мало того, этот брак счастливый. Вот, счастливый. Мужчины, вы, мои хорошие мужчины, что бы ни происходило в вашей жизни, какой бы опыт вы ни перенесли, сколько бы там раз вы не пытались, браков, сколько бы у вас не было, у вас идет ваша спутница жизни, ваша вторая половиночка в дороге. Вы эту женщину сами в дороге себе найдете, встретите. Вот именно с этой женщиной, с которой вы познакомитесь в дороге, у вас будет семья, брак и личное счастье. Так, у кого есть сомнения, все, выкидывайте эти сомнения. 100% вы зашли на эту отсыпочку, чтобы узнать счастье, личное счастье, брак, законный брак, он 100% будет. Если вы в браке, если у вас все хорошо, вы переживаете за своих детей, за своих внуков, за своих братьев, сестер, близкого человека переживаете. Мои хорошие, будет. И свадьба будет, и счастье будет, и семья полноценная будет. Все будет, не переживайте. Что за сына переживаете, за брата, что за дочку, за сестру. Все будет. Кто бы, что бы вам ни говорил. Вот прям пришла картиночка, да, кому-то сказали, что там что-то нечисто. Навели, подвели, венец безбрачия одели. Вам собрали. Здесь четко нам, прям главным событием в венце, понимаете, показали брак. Я даже начала с венца. Обычно я с корня начинаю. Вот, пожалуйста, сами видите, вот они кольца, вот женщина, вот мужчина. Так, и еще момент для тех, кто в критическом состоянии в паре в браке. Например, вы постоянно ругаетесь, либо у вас уже бракоразводный процесс в полном разгаре. Значит, мужчина выступит с инициативой помириться. Женщина противная, простите, но да, вы такую горделивую позицию занимаете. Видно, достал, обидел. А вот мужчина будет делать все, чтобы восстановиться и примириться. То же самое, если вы допустим, долго ждали, что мужчина созреет, наконец-таки начнет двигаться в вашу сторону, а он все морозился, отмалчивался и где-то там отнекивался. Девчоночки, вот только вы от него отворачиваетесь, идете, занимаетесь своей личной жизнью, и он
просто бросает все, бежит к вам с этими кольцами, говорит: все понял, давай женимся, сразу же заводим детей, живем душа в душу. Вот это обязательно случится. Вот эта тайна, которая не давала вам покоя. Все будет. Вот кто зашел на мою отсыпку, я вам лично гарантирую, у вас будет личное счастье, брак будет, все будет. Все будет. И все будет хорошо. Так, с главным закончили. Давайте теперь по деталям пойдем. Здесь у меня якорь, который перевернулся. Рухнула какая-то стабильность в вашей жизни. То, к чему вы привыкли, то, чем вы жили, о чем вы мечтали, что вы растили, что вы развивали. Это может быть что угодно. Начиная от вашего местоположения, заканчивая любимой работой, любимым делом. Вот что-то закончилось, перевернулось. Вы бы и рады это восстановить, но нет возможности. Вот как закрыты вам все пути на восстановление. Это время действительно очень неспокойная. Действительно вижу, что кто-то прям как слепец ходит, да, человек с завязанными глазами, да еще и в темной комнате. На ощупь ходите, вы не видите своего будущего. Не то, чтобы там будущего, да, вам завтрашний день, это загадка идет. Вот. Вопросов очень много, да, начиная от того, что будет, и заканчивая, что произошло, да, почему это все так произошло, почему я в один момент, да, жила, копила, развивала, а потом бац, страх, потеряла все, под ноль потеряла. Ну, там кто-то и минус, вижу, ушел, но это ладно, не буду тревожить вам душу. Смотрите, разгадка очень простая. Вы хотели хорошей жизни, вы хотели хороших условий для себя, для своих детей, например, для своего бизнеса, да, либо работать там, где вас будут и ценить, и уважать. Вы этого хотели. Помочь вам это получить в том месте, либо при тех обстоятельствах, в которых вы находились, было невозможно. Но невозможно человека согнать с нажитого места. Да, там обещай, не обещай, там дворцы, ларцы, что только не дают. Все равно человек скажет: нет, своя рубаха ближе к телу. Да, я уже здесь привыкла, кое-как там организовалась, у меня и тут дела неплохо идут. Вас как гонят, понимаете, вас гонят с того места, где вы находитесь, либо с того дела, каким вы занимаетесь. Вас оттуда выгоняют для того, чтобы вы действительно получили то, о чем вы мечтали. Кто потерял дом, вы будете скитальцем, пока не найдете свою мечту. Вы вынуждены будете перемещаться, искать, подбирать себе вариант и найдете то, чего просили, то, что вы искали. Если вы потеряли, например, бизнес, там, все может быть, да, вот в один момент раз и рухнуло, а может быть постепенно все так снижалось, пока не закончилось. Это было не ваше дело. Вы бы там не смогли развиваться, вы бы не смогли заработать того, что вам по судьбе прописано. Понимаете? Это очень жестоко. Для нас, людей, это очень жестоко. Мы не понимаем, мы не можем даже это принять. Да? Те методы, которыми пользуются, например, высшие силы. Это невозможно принять. На человеческий разум это невозможно принять. Хотя души, они все чувствуют, и они принимают это на самом деле. Принимают. Вы же не сошли с ума от горя. Нет. Вы пытаетесь найти вариант, вы пытаетесь найти себя. И вы себя найдете. Вы себя найдете. Мои хорошие, тяжелое бремя, тяжелое испытание, особенно если это потери серьезные, такие как потерять свой дом, потерять дело своей жизни, да. Это очень тяжело. Но вам будет дано гораздо больше, лучше, качественней. И именно то, что вам по душе, по сердцу, по рукам, по голове. Понимаете? Вот это будет дано. Не там, где вы находились, не в той сфере, какой занимались. Нечто новое. То, что сейчас невозможно ни представить, ни вообразить. Допустим, да, просто как пример, отвлеченный пример. Не судите строго за мои примеры. Мне кто-то в комментариях писал, извините, я в порыве, я в потоке, вот что в голову приходит, то и говорю. Пример, да, вы человечек, жили вы, допустим, в каком-нибудь маленьком местечке, да, в поселочке каком-нибудь маленьком, на хуторке, в маленьком домике, например, работали вы на земле,
Но жили как жили, привыкли, прожили вы там, допустим, там, полжизни на этом месте. Вот, кое-как там с горем пополам, а кто-то по крупицам что-то создали, домик свой обустроили, там, жизнь свою наладили. И тут, ну, допустим, пожар, да, молния ударила, загорелся лес рядом, да, и домик ваш сгорел. Сгорел. И вы вот стоите на этих руинах и думаете, что делать, что делать. Надо двигаться, надо жить. У меня вон дети, жена, надо идти вперед. И вы начинаете искать. И тут вам делают предложение. Вот ты знаешь, в большом городе есть и жилье, есть и работа, и детей можно в сад устроить. Вот. Поезжай туда. Вы приезжаете в большой город, и вы в шоке, да, как живут люди, какой у них там уровень, медицина, транспорт, доступность, уровень зарплат, да, возможность там карьеры и прочее, прочее. Вот что вас ждет. Вот на этом примере я просто пытаюсь вам объяснить, что было и что будет. Да, у вас забрали то, к чему вы привыкли, но вам дадут мечту, вам дадут сказку. Понимаете, вот так идет. То, во что вам даже было сложно поверить, вы получите. И не только получите, вы будете в этом жить, этим пользоваться и получать удовольствие от этого. Понимаете, вот так вот. То, что вас толкают, выгоняют с насиженного места, с любимого дела, это лучше, чем познать глубокое разочарование и отрицательный результат. Вот поверьте. Ну, я говорю просто мягко. Я говорю мягко. Вот. Я не буду от вас скрывать, что здесь были еще какие-то действия не очень хорошие, направленные в ваш адрес. Ну, вот типа магии, да? Либо типа каких-то проклятий, наветов, наклепов, либо кто-то вас даже мог подставить. Да? Вот если мы говорим там не о доме, да, о каких-то других вещах. Это я вижу. Я вижу, что к вам тянутся грязные руки. И кого-то таки эта грязная рука ухватила, понимаете? На вас даже вот какой-то след есть, след от этой грязной руки. Чужой негатив, чужая злая воля, чужой вот этот грязный посыл, он на ком-то есть из вас. Вот. Этот посыл, он нес в себе смерть. Но вы живы. Высшие, во-первых, за вас вступились. А во-вторых, у вас у самих защита очень серьезная. И ваша судьба, вот что на роду написано, так это быть счастливым человеком. Счастливым. Не мертвым, не там покалеченным, а именно счастливым. Понимаете? И вот таким вот образом, да, вас сгоняют с того места, вас лишают, возможно, да, извините за слово, я понимаю, что звучит очень так грубо, но тем не менее, вашего дела, вашей работы для того, чтобы шли вперед. Вперед. Вот у меня даже свеча догорела. Понимаете, да, знак того, что все заканчивается. Все заканчивается. Плохое обязательно с вашей жизни уйдет, и будет хорошее, мои милые. Да, способ, конечно, абсолютно бесчеловечный, но тем не менее. По-другому вы бы ничего в своей жизни не поменяли. Ну, просто бы отказались и все, сказали спасибо, но нам и здесь неплохо. Да, и дальше бы прозябали. Кто-то бы выживал, да, тянул концы с концами, пытался бы стянуть. Вот. Поймите, у высших своя мудрость. Мы не всегда готовы ее и понять, и принять. Такое вот противоречие, да, противовес, недопонимание, оно же ведь спокон веков, понимаете, идет. Конечно, есть надежда, что когда-нибудь мы тоже научимся понимать, да, как говорится, говорить на одном языке, но это дело каждого, да. Кто готов принять, тот примет. А кто не готов, ну, а что делать? Надо дальше жить. И вы будете жить. И жить вы будете гораздо лучше, чем жили. Вот. Аргументы, что, в принципе, мне было неплохо, нет. Значит, вам было все-таки плохо. Либо вам в будущем грозила бы какая-то большая опасность. И из-за этого вас, понимаете, как на опережение сработали. Да, уходи оттуда, а то плохо будет. Вот, таким вот образом.
И знаете, что самое интересное? Вам в будущем не придется бороться за свое выживание, за какой-то уровень качества жизни. Не придется. Ваша дальнейшая жизнь, ваше будущее – это такая ровная, светлая дорога, дорога под радости, удовольствия и наслаждений. Понимаете? И дорога очень, кстати, длинная. Кто у меня особенно страдает со здоровьем, там болячки всякие нехорошие, там диагнозы сложные, там, знаете, как предположения и прочее. Значит так, с Божьей помощью и при вашем старании все это уйдет. Уйдет с вашего жизненного пути. Покинет ваше тело, покинет вашу душу. Жизнь долгая. Я, кстати, очень рада. Я во многих отсыпках вот прям мне указывают на долгую жизнь человека, который заходит на мои отсыпки. Я очень рада, что так много благости отпущено моим дорогим зрителям. В очередной раз, вот какая тайна, загадка, что раскроется должно, что раскроется? То, что у вас будет долгая жизнь. Долгая и счастливая. Хворь уйдет, хворь отступит, вы победите, вы гораздо сильнее, чем эта хворь. Плюс вам свыше будет дана благодать на излечение, на улучшение, на избавление. Поэтому, мои хорошие, даже не думайте. Главное, не опускайте руки, боритесь за себя. Боритесь, понимаете? Если опустить руки и сидеть, надеяться на чудо, это так не работает. Реально не работает. Вы должны показать, что вы этого хотите. Показывайте. Вот на что вы способны, что вы можете сделать, то и делайте. Поверьте, результат потрясающий будет. Серьезно вам говорю. Так, и еще важный момент. Момент касается вас. Вы себя знаете, да? Каждый сам себя знает. Какой вы человек, на что вы способны, что вы можете, что не можете, что для вас, что не про вас. Вы это знаете. Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, вы себя не знаете. У вас какой-то необычный ресурс, у вас какая-то необычная энергетика, а у кого-то талантов полным-полно. Вас тут высшие силы скоро немножечко раскачают в этом плане. Раскачают, либо вот прям действительно пнут для того, чтобы вы себя раскрыли и показали свою истинную суть. Вот стали таким человеком, каким вас задумали высшие силы, каким вы воплотились в нашем мире. Вы сейчас как будто бы вот в какой-то скорлупочке живете, да, в какой-то вот чешуечке живете. Вас не видно, вас настоящего, либо настоящую не видно. Нет. Даже в зеркало смотритесь, это не вы. Идет какая-то ситуация очень острая и взрывоопасная. В этой ситуации вы раскроетесь. Из человека, который привык терпеть, как говорится, надеяться и ждать, вы превратитесь в человека яркого, страстного и человека, который не ждет подачек, а идет и берет то, что ему нужно, то, что ему нравится. Идет трансформация с перевоплощением. Кого-то раньше, кого-то позже, но тем не менее, это ближайшее время. Идет именно в ближайшее время. Мои хорошие, буквально 2-3 месяца вы себя не узнаете. Будет совершенно другой человек. Совершенно. Получить новую жизнь без трансформации невозможно. Знаете, вообще такая энергетика этой осыпки. Вот колокол звонит, да? Звонит колокол, звон идет. То есть перемены уже запущены и начинают набирать обороты. Кстати, кто-то в последнее время стал беспокойным. Сны странные стали сниться, либо вы стали не помнить, что вам снилось. Вам какие-то странные попадаются цифры, знаки, слова, люди. Но вот какая-то мистика начинает происходить в вашей жизни, что-то необъяснимое. Вот это оно. Это оно. Чем ближе момент вашего перевоплощения, тем больше этого будет в вашей жизни. Я не хочу тут вам слишком много накидывать лишнего, да? Попробуйте усвоить то, что я уже сказала. Поверьте, вот вы зашли на эту отсыпку, вы должны четко для себя понимать, от этого вам не уйти. Возможно, вы в принципе не смотрите гадания, не доверяете эзотерикам, но вот прямо рука сама потянулась.
да, либо там вам рекомендация вдруг, да, на мой канал всплыла, а вы его никогда в жизни не смотрели. Это знак. Знак того, что это для вас, и это про вас. Ваши молитвы, ваши просьбы, просьбы духа вашего рода, вашего ангела, людей, которые вас любят, они услышаны. Они услышаны. Вы не можете прорвать эту шкарлупку, вы не можете выбраться, да, из этого кокона. Высшие силы вам помогут. Помогут. Да, таким странным образом. Да, будет казаться, Господи, зачем мне эта помощь, лучше бы этого и не было. Но поверьте, когда вы дойдете до нужной кондиции, когда вы перевоплотитесь, вы будете до конца своих дней благодарить и восхвалять высшие силы за щедрость, за мудрость, за доброту. Мои хорошие, немножко такая вот прям, знаете, отсыпка по энергетике такая сильная, и она общая вот в плане энергетики, в плане перемен. Да, показали вот личное, показали вас, вашу жизнь. Я-то думала, что нам сейчас тут такие мелкие детали покажут, там вот тот что-то сделал, не сделал, сказал, пересказал. Нет, здесь вот именно глобальная перемена в жизни идет. Готовьтесь к этому, готовьтесь. Понятно, что не всегда можно себя настроить, перенастроить, но от этого никуда не деться. Это нужно принять с благодарностью. Так, мои милые, я очень за вас рада. Сил вам, терпения и выдержки. Все будет, и все будет замечательно. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.